Добрейшее утро, ребята. Воскресенье, 3 декабря. Начало зимы, так скажем. Погода мягкая. Мягкая погода, такая прям хорошая. Минус, сейчас скажу даже, ребят, сколько минус. В данный момент, ребят, минус 14 градусов. Но на неделе, ребят, морозы. С завтрашнего дня прям начинает крепить. 15, 20, 25, 30. 30 градусов, ну прям так прохладненько. В 25 градусов, ребят, я еще уезжаю. Ниже 25 уже все. Во-первых, и техники тяжеловато, ну и самому некомфортно. Хоть и есть и палатки, и печки, но, соответственно, не есть хорошо. Мало ли что произойдет в такие морозы, блин. Ну нафиг. Лучше заниматься чем-то другими делами. А так, ребята, каждый день снежочек. Уже порядком так поднавалило. Пушочек такой хорошенький. Красота, в общем. Сегодня, ребят, воскресенье. На рыбалку не поехали. Едем в столицу. Еду с Костей в транспортную компанию забирать мотобуксировщик. Такой же, как у меня, ребят, Тафалар 600. Костя обратился ко мне осенью. И Костя я немножко помог со временем, потому что с ребятами из Тафаларов я на связи. Попросил ребят сделать немножко побыстрее. Хотя тоже ждали месяц практически. В общем, все, техника отправлена, ребята. Вчера пришла смс-ка, техника на месте. Ну, надо будет проехать 100 километров, забрать. И сегодня, ребят, именно хочу заснять такой ролик. Посмотрим, какие отличия. Если, допустим, у меня, ребята, 21 года техника. Посмотрим, какие изменения на 23 год. Ну, что-то поменялось, может, где-то какие-то усиления. Но это будет интересно, потому что многие спрашивают: Андрюха, как техника, как что, какая цена и так далее. Ребята, с каждым годом все меняется. Также и цена, и что-то меняется, я имею в виду, в узлах техники, там подвеска, там может модуль, что-то такое. Соответственно, как бы так. И съездим, заберем. Сегодня его соберем. И как раз вот именно посмотрим, какая разница. Я очень, конечно, рад, что в моем поселке, в моей деревне появится такая же техника. Я знаю, что в соседней деревне, ребята, есть уже две таких 600-ки. Точно 2 или 3 даже. Но вот именно в моей деревне такой техники нету. Именно Тафалар 600. Тафалары есть миник, не миник, есть стандарт, есть лонг у дяди Саши, допустим. Ну, все эти техники, ребята, я прошел, на всех я покатался, поездил. Не по одному дню, а по целому сезону. Соответственно, как бы есть понимание. Ну, вот именно взяли 600-ку. Костя только начинает как бы продвигаться вовнутрь рыбалки. Начал вот 2 года заниматься рыбалкой. И вот сейчас потихоньку закупается. И вот первая техника. Я думаю, ему понравится. В общем, ребят, 10 час, в 10 у нас старт, договоренность, все. Жду ребят, прицеп, машина и выдвигаемся. Все, погнали.
Все, ребята, в городе. Идем получать. Здравствуйте. 12,195, как наличные? Наличные. Человек. А? Закрой человек. Там карм достанете, да? Да. Собака. Там одно место, да, получается? Да. Угу. Прямо езжай. Дай там посмотрим свой край. Давай. Давай чуть выше еще. Ну да, не войдет, наверное. Порвет. Хорош. Чуть ниже. Не, капитан, чуть ниже. Вот эти хуёвины, вот, блядь. Не, опускай немножко, да, вперед. Ну, давай чуть. Давай. Там вдруг по ширине нормально ходит? Чуть-чуть левее надо к тебе уже. Левее возьмите. Пускай ёбани. Молчи, Денис. Ребята, забрали. Пришлось разобрать каркас. Не залазил нифига. Ну что, нам зато там проще будет. И все, едем домой. Ну все, ребята, примотали в деревню уже. Быстро. Вон уже темнеть начинает. Блин, день короткий вообще, ребята. Солнце как встало, так оно и садится. Чувствуется, морозеет, крепчает. Вот так и планировалось. В общем, что? Собачку выгрузили. Сейчас поедем, соберем. Посмотрим, что да как и почему. Ну, собирать, в принципе, там несложно. Надо поставить модуль, прикрутить модуль. Ну, прикрутить сани, поставить модуль, выставить руль, как бы там по мелочи и все. Я сейчас поеду на своей, потому что Косте подарок сделаю.
как подарок. У меня сани, ребята, еще есть. Вот ему одни сани, я ему подгоню по-братски, так скажем. Привезу их. Ну и как бы сразу на технике еду, чтобы сравнение какое-то было. А так, в принципе, все хорошо. Все, сейчас заправляемся и вперед. С рыбалки я приехал и не заправлялся. Так что надо плюхнуть живой влаги, так скажем. Любая техника, ребята, надо заправлять. Надо кормить. Кстати, спрашивали, Андрюха, сколько бак? 6,5 литров, друзья. 6,5 литрочков. В принципе, хватает бака на нормальную рыбалку. Плюс-минус 20-30 километров прокатиться. Ну, я, ребята, всегда беру запаску с собой. Неважно, я знаю, хватит мне, не хватит. Как минимум полторашка, ребят, должна лежать с собой. Не ты высохнешь, так кто-то высохнет. А в тайге, знаете, такое себе высохнуть не очень-то и приятно. Лучше, как говорится, пусть она есть. Не на горбу несешь. Ну все. Отлично. Так. Вороночку. Ну и саночки сейчас возьмем. В них и положим. Вот точно такие же сани, ребят. Кстати, кому нужны, обращайтесь. Штук 10 у меня еще есть. Помимо саней еще кое-какие-то запчасти есть. Новенькие саночки, новенькие саночки. Так и дышло еще. Надо взять дышло. А дышло у нас где-то здесь. Дышло есть. Все, ехаем. Поехал, говорит, брат, к сестре на ворованном москвиче. Ну, свеженького. Крючок такой присыпало. Крючка присыпало. Нормально. Бля, ну впереди морозы, ребята, 30 градусов. Прям вообще не камильфо будет. А, кто-то на лыжах выскакивал. Это быстросъемники идут, видишь? Аккумулятор, наверное. А, у тебя болты, да? У меня болты идут быстросъемники. Здесь тоже, да? Гидравлические тормоза. Ну, есть как бы. Фара, подогревы. ну все, короче, все есть. Пару. А тросик-то что, когда будем менять? Сейчас посмотрим, может нормально будет. Хватит, да? Да, может хватит. Пару надо будет поднимать, 100%. Откручивай. Ага. Это что, просто привязывается, да? Да, он просто на утяг. Здоровый тоже, да? А? Здоровый тоже. Здорово вообще, ну. Я кайфую от него. Что-то грузил, все, и да? Да,
видно. А что, у него уже Арктика? 4Т. А он только что поехал сейчас. Так, это он не там? Там в коробке все масло есть, да? Речка тормоза, да, сафари, 20-ка Липан. Бензин у вас стоит? Бензин там нет, там 100 грамм всего. Не, у меня есть же бензин. Зальем, конечно. Сейчас у меня тогда принесет. Таня, я здесь такой накручу. Двигатель тоже, видишь, на подушках. Ага. Быстросъемник. Нифига. Уже люка стоит. примите. Просто, короче, взял его, вытащил. Вытащил и поднял. и всё, Слил да. нахуй масло, залил потом. Я не пойму. Ну вот мы уже и в гараже, приступили к сборке. Наверное, объясню будущим покупателям различной техники. Не переживайте, друзья, двигателя, ремни, цепи ставить ничто не нужно. Уже все собрано. Не знаю, конечно, как у других производителей в данный момент. Все уже стоит на своих местах. Подвеска, двигатель, глушитель, бак, все, ребята, прикручено. Единственное, остается соединить все эти части, модуль к мотобуксировщику, выставить руль и прикрутить, получается, само корыто. Ну, в данном случае уже ребята сделали быстросъемники, вместо болтов там идут шплинты. Соответственно, очень удобно, когда перевозишь, допустим, в прицепе. Не надо вот эти два болта постоянно раскручивать, а быстросъемник снял, и у нас уже корыто отсоединилось. Все, в принципе, ребята, доехало хорошо, без всяких там повреждений, царапин. Очень понравилось, что вся проводка, тросик газа, все уже, ребята, стоит на своих местах. Выставили руль, небольшие изменения, потому что есть на данной технике есть специальные положения различные, в общем, по высоте руля, по отношению модуля к раме. В общем, есть там, ребята, различные отверстия, которые уже сам человек, в будущем, который будет ездить, под себя настраивает. Прикрутили, ребята, модуль, посмотрели внутряночку. Хотелось, конечно, больше показать, ребята, но, к сожалению, потемнело и не успели. Заправили технику и, в принципе, первый запуск. Да, я заметил своим глазом, по подвеске есть какие-то изменения, усилители стоят, модуль немножко другой. В общем, ребята, смотрю, молодцы, есть какие-то изменения. За 3 года техника немножко поменялась. Да, она, в принципе, все то же самое, но такие слабые места, болячки, я смотрю, сделано по-другому. И это, конечно, очень радует, нежели осталось бы все как есть. В общем, ребята, заправляем и первый запуск. Пускай тарабанит, но... А? Ну что-то такое типа, да. Вообще децл, короче. Все, ребята, собрали дракона.
Вроде хорошо все. Сидушечку взял. Такую же, ребята. Саночки есть сейчас. Тут выдвигается все дело. Там приоткрутил уже Костян, ага. Вот этот болт еще. А не, все вроде нормально пошел. Сейчас поставим. Пассажирский Саня уже будет готовы. Супругу, да, сына будет. О. О. Все, задвигай туда до талого, Кость. Сейчас, здесь попасян еще. Ну, я понял. Все, потарахтел. Нормально. Ну, что тут собрали, ребята, быстренько. В принципе, никаких изменений за 2 года. Такого особо ничего тут и не замечено. Да, немножко модуль изменили. Видите, модуль совсем, ребят, разный. Вот у меня какой. И здесь какой модуль. Панелечка другая. Прикуриватель даже есть. Уже можно заряжаться будет по дороге к Костяну. Панелька вот такая. Фара одинаковая. Быстросъемники стоят. Смотрите, вы видите, что здесь быстросъемники. Вот, допустим, у меня все на болтах сделано. Здесь у меня, ну, почти тоже быстросъемник, но только вот здесь сделано. Коробка одинаковая, кофры, такой же кофр у Кости. Вот чисто вот здесь название у них и полоски вон другие. А так все, фаркоп такой же. Такие же брызговики, подвеска 1 в 1, глушитель такой же. В комплекте шел чехольчик, поставили сразу. И что понравилось, вот тут еще с отбойничек надо будет сделать Костяну, пластмассовый. Что понравилось, ребята, вот такие коньки сделаны, видите, по льду, вообще вот по дороге, когда вот так управлять удобнее, они вгрызаются и как бы более-менее. Темнеет уже, блин, ничего не успел я, конечно, показать. А так все, подогревы есть. Панелька вот чуть другая. Тормоза гидравлические. Все работает. У меня здесь панелька вот такая, видите, ребят. Фара, подогрев, стоп. У него здесь вот так. Все нормально. Ладно, пускай тарабанит. Че, должен поработать. Фара регулируется. Все, фара работает. Все шикарно. Сейчас прокатимся с Костяном. На первый. Все. Обкатывается, ребята. Нормально. Пойдет. Уже стемнело, припылил в гараж.
Ну, в общем, обзора такого конкретного не получилось. Да и что показывать, в принципе. Обзор я на свою технику делал, соответственно, вот Косе все то же самое. Там есть небольшие изменения, а так красота. Рад за Косю. Новый собаковод у нас в деревне. В общем, пускай катается, наслаждается. В общем, техника это круто. Это не только для рыбалки. В деревне, ребят, вот снегоходная техника это повседневка. В общем, у нас многие просто так ездят в магазин, там, за дровами, за водой и так далее. Так что как-то так. Все, ребята. Морозы наступают. Увидимся. Увидимся на рыбалке. Пока.